Добрый вечер. Сегодня 8 сентября, 559-й день аннексии Крыма. Время новостей. Вы смотрите «Заман». Меджлис крымско-татарского народа объявил о начале гражданской блокады Крыма. Об этом сегодня объявили лидеры крымских татар Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев и Ленур Ислямов. Всех украинских патриотов призывают присоединиться к блокаде границы, пока российские власти не выполнят условия. В частности, прекращение преследования крымско-татарских активистов и освобождение уже задержанных. Транспортная блокада Крыма на границе с материком Украины начнется через 1,5 недели. Так, крымские татары намерены не допускать поставки продуктов на оккупированную территорию. Именно на полуострове коренной народ находится под давлением и постоянным преследованием. Це звільнення українських політв'язнів, це перший пункт. Це усунення перепон, перешкод щодо роботи українських і кримсько-татарських ЗМІ в Криму. Це допуск до Криму іноземних журналістів і міжнародних наглядачів за дотриманням прав людини. Це припинення будь-якого переслідування кримських татар і інших громадян України в Криму. Це зняття заборони на в'їзд в Крим. Тут переліковане прізвище пана Мустафи, моє, а також Ісмета Юкселес и Навера Кадырова. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев подчеркнул, 80% продуктов питания, воды и электричества поставляется с материка. А вот продукты в Крыму не задерживаются. Их в Россию переправляют через Керчь. Цены там выше. Остальная часть идет в воинские подразделения, оккупантов, карательные отряды, отряды самообороны, которые давят наших соотечественников, наших сограждан. Нельзя кормить бандитов, которые гнушаются, издеваются над нашими соотечественниками в оккупированной территории. Блокада Крыма отразится на бизнесе как украинских, так и российских олигархов. В отличие от репрессий против крымских татар и украинских активистов на оккупированном полуострове могут усилиться, считает лидер крымских татар. Мы не исключаем, что будут какие-то усиленные нажим, в первую очередь на активистов крымско-татарского национального движения. Но как раз-таки инициатива, требования, чтобы предпринимала Украина какие-то меры для освобождения своей территории, исходят именно те, которые больше всего подвергаются риску репрессий со стороны оккупационных властей. Решение про блокаду Крыма утвердили на заседании Меджлиса. Хотят привлечь этим крымско-татарские диаспоры, чтобы те, в свою очередь, оказали давление на свои правительства и усиливали санкции против России. Все, что у меня есть, я все поставил на карту, другого варианта нет. Бизнес – это все-таки голова, да, это мозг, все такое прочее, расчет. А Крым – это сердце. Поэтому принять решение головой по поводу сердца невозможно. Крым надо возвращать. Когда точно будут перекрывать границу, пока неизвестно. Сейчас же призывают присоединиться к блокаде патриотов. Штаб акции формируется в Киеве. Эльвина Седулаева, Гульсум Халилова, Олег Казыкин, Эльдар Тарахташ и Эльдар Исматов. Заман, АТР. Крым полностью готов к возможной транспортной и продуктовой блокаде со стороны Украины. Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов уже отреагировал на заявление Меджлиса крымско-татарского народа. По его словам, в Крым зайдут крупные компании, которые будут в полном объеме обеспечивать поставки продовольствия. Кроме того, на полуострове сформирован достаточный запас продуктов питания, заверил он. ФСБ в Крыму провели обыск у крымских татар, которые дружат с задержанным по делу 26 февраля Али Асановым. Об этом сообщил координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Сегодня утром силовики провели обыск в 3 домах в селе Урожайное Советского района. Они привезли своих понятых, грубили и перевернули в доме все вверх дном. Обыск проводила ФСБ, представили постановление суда о якобы пропаже мотопеда и пропаже телефона. При всем том не позволили людям пригласить других понятых, то есть привезли понятых с собой. Это, в принципе, нарушение даже российского законодательства. После обыска из дома ничего не забрали, то есть никакого изъятия не было, по нашей информации. Поэтому, я думаю, это больше было такое психологическое давление на людей. Пропавшие в Крыму украинские пограничники нашлись. Их действительно задержали российские пограничники на дамбе через озеро Севаш. По словам задержанных, они решили пообщаться с российскими пехотинцами. Взяли с собой сало, арбуз, водку и отправились на российскую сторону. Там их и задержали. Российские пограничники привлекли украинских военнослужащих к административной ответственности за нарушение режима границы и вскоре обещают передать их пограничным органам Украины. Украинская же сторона сейчас проверяет русскую версию о незаконном пересечении границы. Мы
Да мы просто подошли, думали пообщаться с парнями. А вы их видели, да? Вот? Ну да, мы же там недалеко тоже, через дамбу. Мы думали пообщаться, может, без ничего решили. А оружие где оставили? Там на позициях. Просто хотели, угостить пацанов, там выпить, и захотели бы выпили, захотели не выпили, никто бы арбуза хотя бы, сало. На центральном рынке Симферополя царит беспорядок. Несмотря на объявленную российской администрацией полуострова войну против стихийщиков, торговля здесь идет полным ходом. Стихийщиков не остановил ни забор, ни вырытый на площади ров. Подробности знают наши крымские коллеги. Фрукты, овощи, зелень, прилавки с товаром стихийщиков стоят прямо на перерытой земле. Несмотря на заявления крымских властей о том, что борьба со стихийной торговлей в самом разгаре и уже приносит результаты, на центральном рынке Симферополя ситуация не изменилась. Стихийщиков не остановил ни поставленный ранее забор, ни ров, который вырыли по периметру площади. Торговцы объясняют, это их единственный заработок. Работаем, свой выращиваем, нам продавать не дают. Вот гоняет без конца. Вот с утра сижу за 100 штук. Иногда оптом отдаем, иногда вот сами продаем. Лавки стихийных торговцев выставлены даже на улице Козлова, которую освободили от бутиков и расчистили под парковку. Чтобы пройти на рынок, покупателям приходится преодолевать препятствия в виде куч мусора и перерытой земли под ногами. Очень плохо относимся. У нас не только здесь перерыт, у нас весь город перерыт. Облагораживание территории перед центральным рынком началось еще в мае. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов посетил рынок и остался недоволен ситуацией. Симферопольские власти регулярно отчитываются о проделанной работе, заявляя о штрафах и проверках на центральном рынке. Но хаос на рыночной площади не прекращается. Сегодня глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев пообещал в течение месяца создать новую структуру, которая будет бороться со стихийной торговлей. Малайзийский «Боинг» сбили российской ракетной установкой «Бук», однако неизвестно, кто им управлял. Об этом в эфире Пятого канала заявил Арик Толлер, исследователь агентства расследования «Беллингкат». Он уточнил, что это уже доказанный факт. В прошлом году, 17 июля, над Донбассом сбили малайзийский лайнер «Боинг 777». В результате аварии погибло 298 человек, среди них 3 детей и 15 членов экипажа. Мы доказали это, потому что мы нашли разные уникальные элементы на борту Бука и защита гусеницы. Да? Это очень уникальное повреждение на защите гусеницы. И мы сравнили защиту гусеницы Бука в Украине, это Бук, который сбил MH17, и Буки в России. Мы нашли Бук, который его повреждение на защите гусеницы совсем одинаковое с Буком в Украине. Итальянцы маршем поблагодарили украинца, который пожертвовал своей жизнью ради спасения людей от грабителей в магазине. По улицам Неаполя прошел многолюдный марш памяти в честь 38-летнего украинца Анатолия Короля. В конце августа вблизи Неаполя в местную лавку пожаловали грабители. Анатолий Король был там со своей дочерью, и только он попытался остановить злоумышленников. Мужчина получил 2 смертельных выстрела. Москвичам дали топор в руки, чтобы порубить санкционную капусту и бананы, передает телеканал «Дождь». Некоторые жители столицы с удовольствием помогли таможенной службе уничтожить польскую капусту и австралийские бананы прямо на улице. В День Москвы, 5 сентября, к уничтожению овощей присоединился и мэр столицы Сергей Собянин. Качан он разрубил шашкой. Вообще отличные ощущения. Так, правильно все. Как делать? Правильно все. Делает он. Уничтожение правильно делает. Мы против иностранных польских продуктов. Что клюква, что помидоры, что яблоки. Они нам не нужны. Путин правильно сказал. Мы должны сами свою продукцию выращивать. Сами. Во-первых, если на нас определяют эти санкции, должны быть какие-то адекватные тоже санкции. Я бы, например, с удовольствием. Не
уничтожил бы все это дело. Польша не любит Россию, Россия не любит Польшу. Польша, до свидания. Я поддерживаю российского производителя. Бодрость какая-то, не знаю, поднятие духа и патриотизма. Это кощунство. Это аморально. Лучше отдать этих беднякам, чем уничтожать. Это варварство. Как в Сирии с этим уничтожают там санкционку из других стран? Да, по-моему, только наркотики. Если до этого возили, их можно было есть, то и после указа их есть тоже можно. Никто не умрет, никто не отравится. Зачем их уничтожать? Да здравствует русский колхоз. Давно такого не испытывал. Но лучше бы, конечно, детям отдали. Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставки, ярмарки, песни и танцы. Второй год подряд в Винниках под Львовом проходит фестиваль крымско-татарской культуры. Кульминацией фестиваля стало гашение марки в честь этого фестиваля. Из Львова вернулись наши журналисты. А можно? Пробуйте, конечно. Покажи чоловікові, що я налепила. Возле Емель на фестивале собралось наибольшее количество желающих. Здесь она дает мастер-класс по лепке кашикаш. Львовские хозяйки заинтересовались. Точно, по-моему, больше 13, если я не ошибаюсь. Считается хозяйка как бы мастерица. Ну да, мы вообще супер. За лепкой кашикаш наблюдает Фатма Аблемитова. Она с семьей приехала из Крыма год назад. Скучает за своими традициями. Говорит, как бы не было здесь хорошо, а местного колорита не хватает. Я пришла для того, чтобы посмотреть снова на наши традиции, на нашу культуру, рассказать бабянам, кто мы такие и то, что мы здесь. Рустем Скибин показывает львовянам, как правильно расписывать глиняную крымско-татарскую посуду. Самые умелые ученики – дети. И та яркость и богатство наших орнаментов, наших композиций, они не оставляют равнодушными никого. На фестивале можно и на мастер-класс ходить, и музыку послушать. Кульминация фестиваля – гашение марки. Галичанка и крымская татарка символизируют единство и взаимопомощь двух народов. Всего выпустили 100 таких конвертов. Они достались уважаемым гостям фестиваля. Лилия Зенедин, Асан Эминов, Саман АТР. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.